Медико-санитарная часть МВД Ингушетии – одно из крупных федеральных казенных учреждений здравоохранения, где проводят комплекс профилактических, лечебных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья граждан, а именно сотрудников практически всех силовых подразделений и ведомств Ингушетии – МВД, МЧС, ГПС, ГФС и ОФСИН. Ко дню медицинской службы 12 октября сотрудники вспоминают историю становления ингушской медсанчасти, трудности службы в непростой эпидобстановке. В настоящее время усилиями нашего медицинского персонала проведены противопандемийные мероприятия. В настоящее время у нас нулевые показатели по вновь зараженным и находящимся на самоизоляции по COVID-19. В настоящее время также проводится очень хорошими темпами вакцинация личного состава МВД и прикрепленного контингента. На сегодняшний день уже вакцинировано 1300 сотрудников МВД по Республике Ингушетия. Вторым компонентом 900 сотрудников МВД по Республике Ингушетия. Все поставленные цели на сегодняшний день медицинским персоналом выполняются. Медицинский персонал готов к выполнению поставленных задач. История учреждения отчитывается с 1993 года, когда приказом начальника управления внутренних дел Ингушетии организовали медицинский отдел, расположив весь штат работников. Всего 7 человек в маленьком вагончике без элементарных санитарно-гигиенических и бытовых условий. Тогда материально-техническое обеспечение являлось неудовлетворительным. Но со временем ситуация поменялась. С января 2013 года с открытием нового здания в эксплуатацию общей площадью около 7000 квадратных метров. Здесь начали функционировать Центр психофизиологической диагностики, военно-врачебная комиссия и Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Основной задачей Центра госсанэпиднадзора является организация работы, направленной на предупреждение и обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудников, гражданских служащих и работников в подразделениях и учреждениях Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Ингушетия Центр осуществляет федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке и в пределах своей компетенции. Всего с начала пандемии среди личного состава проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию 4774. По результатам исследований 448 впервые установленных диагнозов COVID-19. Из них умерших 4 человека. В организации трудится 149 человек. Из числа среднего персонала имеет высшую категорию 42%. Среди врачей 1 человек – кандидат медицинских наук, 1 – отличник здравоохранения России и 1 – заслуженный врач Ингушетии. Из 4 корпусов здания основным считается госпиталь, где развернуто поликлиническое отделение на 100 посещений в смену. Здесь 30 коек круглосуточного пребывания, пищеблок, клинико-диагностическая лаборатория, флюро- и рентген-кабинеты. Госпиталь медико-санитарной части МВД по Республике Ингушетия состоит из 30 коек, терапевтические, неврологические и разных нозологий. Нам поступают такие больные, например, с диагнозами остеохондроз поясничного отдела позвоночника, там с грыжами диска, неоперабельные, которые не нужно оперировать. Плюс поступают терапевтические больные с гастроэнтерологическими заболеваниями, с бронхитами, с пневмониями, кардиобольные. 33 человека. Персонал, да? Медперсонал, включая УЗИ-кабинет, лабораторию, все терапевтическое отделение, включая пищеблок. Оборудование, все есть, здесь наличие, да, необходимое? Самое необходимое оборудование в данный момент у нас есть. Ведомственная медицина – один из важнейших факторов социальной защищенности сотрудников полиции. Благодаря труду врачей в погонах и работников медико-санитарных частей личный состав органов внутренних дел и иных силовых структур своевременно получают медицинскую помощь. Здесь среди всех административных помещений расположились процедурные и кабинеты хирурга, терапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога. В выборе своей профессии ориентировались на желание помогать людям, делится врач-психиатр
психиатр и нарколог Марем Бекбузарова. Сейчас она составляет отчет на химико-токсикологические исследования. В нашей поликлинике МСЧ, именно врач-психиатр, нарколог, мы занимаемся диагностикой, выявлением, лечением именно психиатрических и наркологических больных. Но, как правило, наркологические больные здесь у нас более как профилактическое идет. В год один раз у нас проводятся профосмотры. И у нас есть лаборатория, где непосредственно сотрудники сдают анализы и выявляемость, химико-токсикологические исследования проводятся на выявление запрещенных веществ, психотропных веществ, наркотических веществ. В основном у нас именно в поликлинике МСЧ заболеваемость чаще всего бывает невротического характера у сотрудников. Это связано с постоянными стрессами, ненормированный рабочий график бывает, потому что сотрудник чаще работает, посуточная работа у них бывает, и стрессовые ситуации бывают часто. Поэтому невротические расстройства все-таки у нас выступают на первый план, также расстройства депрессивного характера. 100 лет назад, 12 октября 1921 года, был издан приказ об организации приемных покоев для милиционеров. Именно эта дата считается профессиональным праздником для личного состава медицинских организаций в системе МВД России. Понимая всю важность и необходимость этой задачи, несмотря на непростую эпидобстановку, учреждением ведется работа по выработке новых профилактических мер. Разработан и реализуется план по санитарно-эпидемиологической безопасности в подразделениях. Далее Асканова, Адам Мережков, Магомед Зидигов. Новости 24.